Всем привет из солнечного Сочи. 1 марта. С праздником весны. Мы на Роза-хуторе. Приехали на ласточки. Вот. И сейчас едем в Роза-хутор пить кофе. Градусов где-то 12 сейчас. Конечно, не так солнечно, как было, когда я здесь был дня 3 назад или 4 дня. Солнечно так было. Поехала кабинка на 1660 метров. Газпром. Пихтовая поляна. Это подъем на Розу-хутор на 1100 дорога. Он пошли вверх кабинки на 1660. Пихтовая поляна. Роза-хутор, добро пожаловать. Ну, кстати, в тот раз, когда я проезжал, вроде было прохладней, чем сейчас. Сейчас не так прохладно. Или это мне так кажется. Ну, в общем, как-то так. Вон горы заснеженные. Шапки гор в снегу. Так, тут надо осторожненько. Тут куча машин. Работники приехали на машинах. И плюс туристы, которые на обычной резине летней не хотят подниматься наверх. Ну, не тоже не хотят, а на летней резине на 1100 подниматься — это так себе. Тем более еще такая погодка. Вон кабинки на Роза 100, 1100. Вон они пошли вверх. Пару раз я ездил, блин, 2 раза кабинка останавливалась. Думаю, вот боль. А, нет, подождите. Вот 1100. А то в другую сторону, да, вот. Вот здесь подниматься. Олимпия вот здесь, да, вот она. Подъем на Розу 1100. И, короче, 2 раза кабинка останавливалась. Думаю, нифига себе, блин, что такое? Что за фигня?
Они, оказывается, там бывают перебои со светом, и как-то они там включаются, переподключаются на генератор, вот. Или там какие-то сбои бывают, и тоже свет щелкает, и они переподключают. Такие делишки. Все, сейчас заезжаем сюда. Вот гор не видно, он, который там, он дальше. Туман легкий. Легкий туман. А можно и сюда проехать. Ой, тут надо спрыгивать, да? Сойдем. А ну, поехали, проедемся сюда до самого конца. Посмотрим, что там в самом конце. По-моему, я ни разу не ездил. Конец самый. Речушка течет горная. Горная речушка. А, ну вот уже все. Забор. Вот и финиш. А вон какие-то кабинки. Поехали. Это что такое? Это роза, что ли? Похоже на то. Ну тут какой-то комплекс или что. Непонятно. О, вон кабинка поднимается на 1660 метров. Высоко уже там она. Но она, кстати, сама медленно поднимается. Если кабинки на Розу Хутор и на Красную Поляну поднимаются относительно так быстро, то вот эти кабинки, которые большие на 30 человек, они поднимаются прям медленно. Сколько я засекал время подъема? 20 минут где-то так. Где-то 20 минут, да. А ну-ка, что тут горы? Видно? Горы. Ну, видно, да. Хоть и не солнечный день. А горы видно, вот она, гора. Ох, красота! О. Ветер, что ли? Не пойму. Кофеек.
Так, взяли кофеек. Сейчас на наше место встанем, попьем кофейка. Сегодня последний день в горах. Здесь, в Сочи. Уже через пару дней уезжаю. Мост Барсов. Сейчас встанем где-то здесь, развернемся. Вот. Вон горы видно там заснеженные. Вот такой вид. А вот на той канатке я не поднимался. Я только поднимался, которая вот здесь. Олимпия на Розу 1100. А вот на той канатке я не поднимался. Интересно. А ну сейчас я посмотрю по карте, что там такое. Что то за канатка. Так. Сейчас найдем мы. Вот мы здесь. Значит, это Стрела. Называется канатная дорога. Она поднимает в заповедный лес. 1350. Там еще есть Сказка 1835. Но также можно от Розы Хутор 1100 тоже подняться в заповедный лес 1350. Кавказский экспресс, заповедный лес 1350. Там кафешка какая-то. Тропа Йетти там есть. Ну и на Роза Пик 2320 можно подняться. Да, так пешком идешь относительно не холодно. Тепло здесь. Получается по температуре сейчас примерно как и в Адлере. Только если в Адлере может быть чуть ветер, а здесь тихо вообще. Спокойно все закрывается горами. Все закрывается горами. Ух, попил кофе, аж жарко.
Да, а раньше здесь этого всего не было. Были горы сплошные, камни. А потом это все зачистили. Лес вырубили, повырубали. И начали строить дорожки, ложить. Все вот это проводить, всякие мероприятия. Да, это ж с нуля построили. Розу хутор, Красную Поляну. Полностью с нуля. И Эстосадок тоже с нуля. Не было здесь вообще ничего. Вон тут детские площадочки. Вот так вот. Вот здесь прикольно. Если живешь в Красной Поляне или в Розе, или в Эстосадке, сюда можно приезжать, заниматься. С видом. С видом на горы. А ну что там, на тропу пошли люди или нет? Вот там уже подсохло так относительно. А вы со своим приехали или аренда? Здравствуйте. Со своим. А здесь есть аренда? Да, конечно. Есть. И вы сейчас по этой тропе пошпарите? Или... Не. Просто я смотрю, еще Пешком здесь. электротяга есть. Да. Да, тут ступеньки ж. По ступеням не Первый очень. раз вижу двухподъезды еще с электроприводом. Да, там он давненько уже. Давненько. Выпускают. А вы местный круглый год здесь катаете или турист приезжий? Приезжий турист осенью, зимой. Потому что летом жарко. Летом жарко, да. Ну, если в горы подниматься где-то, то там же прохладней. Как бы, ну. И вы себе выберете сейчас треки без снега или вы залезете, где мы на лыжах катаемся? И... Нет, а ну смысл там скользко такое, месить вот снег. Не. Да и углы не для велосипеда. Да. Это когда уже я вот осенью приезжал, если знаете, там есть в Красной Поляне на 960 поднимаетесь и водопад Поликаря. Я не был, не знаю, не но был. мне говорили те, кто здесь друзья живут, что там велорай, что там Да, да. куча трасс именно для Да, вас, для даунхилла. поднимаются на этих, на велосипедах вверх и потом спускаются. И вот я осенью приезжал, я поднимался на водопад этот Поликаря. Там такая тропа идет вверх на водопад. Веселая. Да, красиво очень. Водопад сейчас тут закрыт, там даже сейчас пешие маршруты не пускают. Я чувствую, здесь не первый раз. Какой самый хороший месяц интересный для велика? Самое хорошее место? Ну, не место, месяц. Месяц, весна. Весна? Да. Весна и вот с сентября по начало ноября. Ну, примерно так же То я есть- катаю, также я катаю в Крыму, на Кавказе. Тороп. Мне 57 лет, я дедушка, а я, Ага. получается, Крыма вообще не видел в своей жизни. Вот То так, есть, да? Ну, при Советской власти приезжали, это побережье, Ну да, что там, да? экскурсия, там ласточки на гнездо, Да, все. все. А как мы на великах Сели. забрались, Да, какая вообще же красота, красота. да? Да. Горы, с этих гор вид на море.
А, ты шо, песня. А Да. вы сюда, значит, просто для разнообразия. Да, приезжаю с юга на юг. Катаюсь там, катаюсь здесь, приезжаю. В Абхазию здесь ездил, в И по Гагру, в Абхазии я Пицунду. тоже на великах мы погоняли. Погоняли, просто. да? Класс У меня тоже. другу 60 в следующем году, Ага. мы договорились, Ага, когда в Абхазии 3 года назад были, ага. в 60-летие должны на Рицу залезть Да? Молодцы, своим супер. ходом. Супер. Потому что я залезал без него на Ипетре Ага. в Ялте. Ага, ага, 5 часов мы лезли. ага. Ну да. Но без где- электротяги. Где-то без так, ничего, да, да. по-честному. Там пацаны ездят, да. Вот. Ну, кстати, молодой на хорошем велике у нас за 3 часа поднимался. За сколько? 3 часа. За 30. Ну, где-то так, да. 3 Вот. часа, да, да. Ну, в общем, я в Рица таком... класс вообще тоже, да, бомба. А в сентябре без великов с младшим сыном мы разведали тоже. Ну, я уверен, вы это ездили. От Рицы наверх к Альпийским лугам. Не, забирались. вот не ездил, вот как раз не ездил. Вот так советую. Классно, и да? кроме этих Альпийских лугов, дальше вас уже пограничники не пускают. А, ну да, я А слышал. кроме, вот это конкретно в моем плане, может быть, даже вот сейчас, как вы в апреле, до майских, от Рицы, но не в сторону Альпийских лугов, а там есть селение, я не помню, оно с очень странным названием, коротким. Ну, короче, хоть это Абхазия, но это русское селение, там Ага. монастырь небольшой. А, И туда на машине доехать, ну это почти машину разломать. дорога Если такая. я по памяти не путаю, то ли 20 километров, то ли 40-ка. Вот, Ну я видел, там от Рицы дорога куда-то пошла да, туда, она сначала там общая, еще а потом куда-то. вот она идет Да, на да, да. эти Там на, Альпийские, там куда на с дачу сыном. Сталина вот так вокруг, Нет, это А- совсем близко. а это в ту сторону. А это одна на Альпийске, одна вот к этому монастырю. И вот у Мгм. меня большая... У меня тоже есть с электротягой, но не такой роскошный, это двухподвес. Ага. Но все равно помогает очень мощно. Ну И, да, кстати, особенно его должно в хватить горке. моей батарейки. А сколько у вас? Я не помню киловатт-часы, я помню, что у нас в Подмосковье есть роскошная велодорожка. Мгм. Не знаю, если когда-то приедете, обязательно катнитесь. Вдоль канала. Есть Мгм. канал имени Москвы. Мгм. Москву и Волгу соединяет. Мгм. И там 56 километров. Ого, сделали дорожку, ничего не себе. поверишь, Европа. 56 километров, обалдеть. 56. Самая длинная, наверное, А велодорожка. вообще строит этот в Абрамович России. Москва-Ленинград, Москва-Санкт-Петербург. То есть это пилотная часть. Обалдеть, ничего Просто на себе. канале легко договориться. Это военный 56 объект, он километров. там с одним договорился и построил. Мгм. А так-то, конечно, протоптать трудно. Да. Короче, вот на такой ровной, то есть без вверх-вниз, мы с сыном проехали на минимальном поддержке Мгм. батарейки. Ну, то есть она мне минимум помогает, Мгм. я в основном ногами. 80 с чем-то, и у меня полбатарейки осталось. То есть Ну, вот в таких идеальных условиях за соточку нормально. я точно отвечаю. да, нормально вообще. Супер. Если куда-то там на возвышенности подниматься на 50-60 километров. Да, Да, поэтому он мне должен там помочь. да. Не, мест вообще столько. И в Абхазию я, Красивенных. конечно, особенно влюблен. А потому что природа вот это вообще супер. природа супер, сервиса нет, Ну да. слава тебе, Господи, из-за Да. этого народа меньше. Да, 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 да. Потому что мы приехали велики сдавать, вот после Абхазии мы брали прокатные в Адлер. Ага, И уж насколько у меня друг спокойный, ну Ага. как мы с ним вышли на набережную, ага. он прям как женщина завизжал, уведи меня отсюда. И это еще майские не наступили. Да, да, майский, да. Да, блин, конечно, классно. Поэтому нет, Абхазия просто прекрасна. Да. И вот надо ездить в такое. Да, да, не, нет, я к не, этому... не А летом. знаете, кто меня научил? Совершенно не спортсмен. Мы 15 лет назад, там сын был маленьким, М, жили в Анапе, в Мгм. частном доме. мгм. Ну и делать нечего, скучновато. Я смотрю, как эта развалюха у него китайская стоит, ржавая. Ну я как мог там подмазал, что мог там, слегка подтянул Мгм. и умотал. Там тоже есть красивые места под Анапой. К вечеру вернулся, язык на плечо, велик, дрянь. Но хозяин сели с ним вино пить. Он говорит, ну я чувствую, ты любишь. И он мне рассказывает, с советской поры еще все профессионалы приезжали вот весной катать, потому что на материке еще грязно, холодно и так далее. Да, да, Здесь уже чисто зелено, но Да. еще нет жары. да. Летний. Есть самый кайф, вот эта весна Вот. вообще супер. И вот мне он так как бы...
Так, а вот сейчас мы еще сюда пройдем, посмотрим. На водопадик. Вот такой водопад. Люди сидят, балдеют. Где мой телефон? Так, пошли. Да, сегодня погодка тоже супер. Не холодно, к часу дня вообще прям хорошо. Только что с мужчиной познакомились. Такой ему, сколько он сказал, лет 60 ему, что ли, на велосипедах ездят с друзьями. То в Крым ездят под Балаклаву, катаются там, то здесь катаются, там в Абхазию ездили, здесь где-то тоже катались. Вот. А сами они с Подмосковья, сказал, какая-то там велодорожка есть. Сколько он сказал? 58 километров, что ли, какая-то там построил этот Абрамович, что ли. Обалдеть, 58 километров. Здесь сколько самая там длинная, он даже вот Эмеретинку взять, там сколько она. Нет, даже не Эмеретинка, а вот здесь взять Сеста-Садка в Красную Поляну, сколько она, 12 километров, а то 58. Обалдеть. Ну это, грубо говоря, как вот с Розы Хутора до Адлера. Велодорожка. Обалдеть. Не, вообще, да, когда такое делают, строят, это вообще шикарно. Развивается велоспорт там, ну и не только ж велоспорт, и на самокатах там, наверное, катаются. Да, надо будет посмотреть в интернете, что там за дорожка.
какого там она населенного пункта, в какой проходит. Вообще прям. Даже сейчас зайду специально, посмотрю в интернет. Обалдеть. Так, сейчас забьем. Велодорожка. 58 километров. Подмосковье. Подмосковье. Ну, сейчас посмотрим. Не входить. Да, что-то есть такое. Ну, ну-ка, сейчас. Секундочку. Какая-то есть дорожка. Нет, это не то. Это не то. 14 километров. Вот, вдоль канала Дубна-Яхрома. Общая протяженность 56 километров. Самая длинная обустроенная велодорожка Подмосковья. Точнее, уже реализованный участок этого проекта от Яхромы до Дубны. Обалдеть. 56 километров. Не, ну молодцы, да, что такое сделали. Молодцы. Так, все, сейчас поедем. Сейчас подключим все наше оборудование. Оборудование подключим. Ой. Сейчас хватит записи. Что мы тут будем? Добрый. Мужичок, он катается на велосипеде с музоном. Все же подключилась. Да иди ж ты. О. Да, велодорожка меня, конечно, удивила. Протяженность 56 километров, обалдеть. Ну да, как с Розы хутор ехать в Адлер.
лавки все позанимали. Капец, все лавки заняли. Заснеженные горы. Сейчас едем в Эстосадок, потом в Красную Поляну. Диджей Алекс Мега. Окунись в атмосферу качественного саунда. Свернем сюда вот на такую тропу здоровья. Чтоб не по асфальту ехать, а чуть-чуть прокатимся по щебню, грунтовке. Оп. Так, где там у нас начинается велодорожка? Полиция стоит. По велодорожке катнем.
Какие горы красивые впереди. Тут еще едет на велодорожке. Ой. Велодорожка Сеста Садка в Красную Поляну. Пип-пип. По велодорожке мои идут с чемоданами. Вам что, нету правой стороны? Хорошая велодорожка. Едешь, кайфуешь. Вот примерно такая велодорожка. Только если была бы до Падлера. Васян. Ой, что-то щелкает. О, броневик военный, кто-то ходит в шортах, вообще уже почувствовал весну.
Все-таки сейчас еще раз снимем на эту палку, выручалку на велодорожке. Чуть-чуть снимем. Все, поехали. Who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Thank you.